Положение сложное у нас, очень непростое. Правда, внешне здесь, где вы расквартированы, выглядит вроде все тихо и спокойно, птички поют и так далее. Но суровый враг, конечно, готовится к дальнейшим акциям против Абхазии. И в этом ему помогают многие политики. Это те же самые политики, которые до сегодняшнего дня не определили четко свои позиции, и по Южной Осетии тоже. Последнее заявление, в частности, Шеварднадзе говорит о том, что он даже, хотя народ сам должен определять свою судьбу, даже не подумает о том, чтобы о восстановлении статуса Южной Осетии. Хотя осетинский народ уже высказал свою точку и с этим уже не согласен. Он согласен с тем, что это будет один единый народ. Еще раз, братья, я рад приветствовать. Конечно, было бы лучше, если бы вы приехали в мирное, спокойное время, тем более, что вы фактически находитесь на маленькой территории Осетии, здесь, в Абхазии. Это санаторий Осетия. Я надеюсь, что когда-нибудь здесь, в Абхазии и в Южной Осетии, наступит мир, и мы сможем спокойно ездить друг к другу в гости. Вы, чтобы здесь побывать и отдохнуть возле моря, а мы, чтобы быть там у вас, у своих братьев. От всей души вас приветствую и хочу надеяться, чтобы каждый из вас был цел и невредим, жив и здоров. И счастья и благополучия вам, всем членам вашей семьи, родным и близким, от всей души. А поскольку у нас здесь встреча, мне хотелось бы маленький такой сувенирчик тоже, так сказать, здесь несколько сувениров. Солдата сувениры весьма специфические. Да. Это, наверное, очень скромный, но я думаю, что там в процессе боевых действий мы еще определим каждого, кто заслуживает. Я думаю, что командование должно само определить, кому оно считает нужным выдать эти оружие табельное, и кому надо выдать. Есть у нас красивые, вот сейчас, конечно, так по городу гулять в нем не очень удобно, но для боеприпасов удобная вещь, вот те фартуки, которые вы носите, тоже несколько фартуков. Вот. Это, в принципе, каждый из вас этого заслуживает, но, к сожалению, пока нет у меня такой возможности. Но наш скромный внимание. Президиум Верховного Совета Республики Абхазия принял решение присвоить воинские звания гвардейцам осетинам, которые находятся здесь. Я бы хотел прочитать. Во-первых, воинское звание капитан присваивается лейтенанту Зангиевой Ларисе Заурбековне. Воинское звание майор старшему лейтенанту Кумаритову Анатолию Артемовичу, лейтенанту Барукаеву Саламу Сулеймановичу, лейтенанту Плиеву Валерию Федоровичу, старшему лейтенанту Габисову Казбеку Каурбековичу, лейтенанту Плиеву Ибрагиму Григорьевичу, капитану Плиеву Юрию Георгиевичу, старшему лейтенанту Кумаритову Идербеку Владимировичу, старшему лейтенанту Багиеву Тенгизу Герасимовичу, старшему лейтенанту Джиоеву Гураму Виссарионовичу, старшему лейтенанту Мамукову Феликсу Черменовичу, капитану Парастову Руслану Владимировичу, лейтенанту Рамонову Марату Магомедовичу, старшему сержанту Комараеву Александру Владимировичу, капитану Барашеву Константину Барашевичу, капитану Мукагову Руслану. Это не все, да. Ребята, вы откуда? Дорогие товарищи, на протяжении длительного времени мы вели ожесточенные бои на всей территории города Луганска. Мы местные жители, мы ополченцы. И вы знаете, для нас было очень радостно, и нас берет гордость
за те маленькие народы, которые приезжали сюда и оказывали свою помощь в столь нелегкое время. По одной простой причине. Нам тяжело. И вы увидели в наших глазах, что нам необходима ваша помощь. Мы гордимся тем, что вы выполнили с честью и достоинством свой долг. Я надеюсь, в дальнейшем мы все равно будем встречаться, в дальнейшем все равно мы будем проводить ряд мероприятий, и вы нам в любом случае еще нужны. Мы вас не списываем, не подумайте неправильно. Вы нам всегда нужны. Вы тут маленький народ, маленький и гордый народ, который поднялся и пришел к нам на помощь. Мы вас от лица командования, от лица Луганской Народной Республики и от себя лично скажу, тем более я здесь вижу очень знакомые лица, с которыми мы вместе воевали. Это, вы знаете, это очень достойные люди, очень достойные. Каждый из вас это очень достойный человек. И меня распирает гордость за то, что я был рядом с вами в бою. И я видел, как вы бьетесь, вы настоящие бойцы, вы настоящие солдаты, защитники своей семьи, своей земли. Ребята, я очень много говорить не буду. Очень приятно видеть вас на нашей земле, на нашей той земле, которая осталась от той большой, сказать, Украины. Только тот народ, который взял в руки оружие и начал защищать мирное население, наших детей и близких. Спасибо вам огромное за то, что вы поддержали нас в трудную минуту, за то, что действительно бок о бок все здесь русские, украинцы, татары, все бок о бок бились и будем бить врага, нацистов, которые посягали на нашу землю. Спасибо вам огромное. Ну, я хочу сказать от гражданской части населения Луганщины, которая, безусловно, благодарит всех вас за то, что вы сделали, помогли нам в самые тяжелые минуты и в тяжелое время. Я горд тем, что сегодня вот стою перед вами, перед своими земляками, которые с оружием в руках пришли нам на помощь и сделали все возможное для того, чтобы первый шаг, тот самый трудный, который было необходимо сделать, вы нам помогли его сделать. Я надеюсь на то, что вот та дружба, которая сложилась у нас, она будет в дальнейшем только крепнуть, а в целом мы уже будем встречаться, уже будет Народная Республика, которая вступит в свои законные, значит, границы, и вот тогда уже можно и в гости ездить, и друг друга поддерживать. Поэтому большое вам спасибо, здоровья вам, добра, благополучия. Ну и в благодарность от армейского корпуса Луганской Народной Республики я хотел бы вручить вот эти памятные награды. Это медаль. Медаль «Битва за Луганск». Это самая простая, но самая верная награда. Она полита кровью наших товарищей, наших братьев и наших сестер. И в преддверии этого я хочу почтить память ваших братьев, наших братьев, всех тех товарищей, которые пали в боях. Минутой молчания. Спасибо. Пусть Господь хранит их души. Виталий Александрович Теличенко. Албаров Азамат. Погиб, да? Передадите семье. Командир, подойди ко мне, пожалуйста. Агаев Аксарбек. Командир. Бекоев Дмитрий Константинович. Спасибо.
Магаждов Артур. О, командир! Я командир. И красный. Matar da China pozist. O da, boşuna. Neler? Miting neler? Нормально вы пришли сюда так, надеялись, что так будет у нас. Все шли с чистого сердца, что Когда приезжали сюда к нам помогать, чего ожидали и что мы увидели? ожидали, что ожидали. Мы сперва с этого начали. Шикавды, что за город, Фенокшива, Маномер. Манабня. Дровинки. С Равинки начали там. Сперва туда пришли, а потихоньку дошли сюда. Двигались вперед и вперед. Каждый день по чуть-чуть мы дошли сюда. Как ваш отряд вообще называется? И что это? У нас Рота, корпус? Алан. Ой, группу. Алан назвали мы. Алан. 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 Именно Он Алан. Алан фанатрат тоже. Отряд имени Алана. Правильно. Добровольцы из Осетии. Осетия у нас не едима, как бы у нас ребята из Южной Осетии, Северной, но большее количество с Южной Осетии приехали помогать. заставило сюда? Мы же смотрели каждый день. Мы не первую эту войну. Вот человек проходит шестую войну. Прошел он и Абхаз,